Гости на торжественном открытии парка – дети. Это их любимое место отдыха, а потому наравне со взрослыми они радостно наблюдают за перерезанием красной ленточки. Преображение парка уже успели оценить все. Еще до снежного покрова здесь установили детскую площадку, новые фонари, видеонаблюдение, уложили свежий асфальт на дорожках. Максимально все, что было задумано нашим архитектором, постарались воплотить в жизнь. Есть еще, конечно, много работ, которые нужно сделать. На следующем году мы обязательно продолжим. Обязательно будем закупать аттракционы для детей, поэтому парк только будет с каждым днем все лучше и лучше. На обновление места отдыха горожан ушло 16 миллионов рублей. Город попал в федеральную программу по благоустройству парков. Работы велись все лето и осень. Подрядчики не подвели. Проблемы возникли лишь с оборудованием. Самое сложное было дожидаться оборудования от поставщиков. То есть с очень сложными столкнулись с проблемами именно в логистике до нашего города. Это прям неприятно огорчило и немножко сдвинуло сроки сдачи объекта. В связи с тем, что у нас только железная дорога и прям очень сложно. То есть некоторые позиции ждали прям месяц. Это прям очень усложнило задачу. В следующем году работы по обновлению парка планируют завершить. Впрочем, благоустройство заполярного города на этом не остановится. Власти намерены привести в порядок и остальные участки Воркуты. Они уже готовят документы на получение грантов, чтобы в целом изменить облик Заполярья. Татьяна Супряткина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.